Сябры, прывітанне. А сёння мы з вами працягнем нашу вандроўку па Заслаўю, уважаючы на тое, што ў гэтым годзе адбываюцца абласныя дажынкі. Тут сёння было вложана вельмі багата сродкаў, тратуары, асфальт і так далей. Конечно, горад перамяніўся радикальна за 2025 год. Але што нас сёння з вами цікавіць, это ёсць прагулка на замак гарадскі. І вот мы з вами якраз на ўваходзе ці на ўездзе ў гэты самы замак. Вот с аднаго боку ад мяне знаходіцца, бачна, фрагмент валоў старынных. Як бы стаіць пліта, і там написано «Городище». Гости, хочу вам одразу сказать, что не зусім городище, потому что гэты замок это был один из первых бастыённых замков на территории Беларуси, побудованы еще на конце 16 стагоддзя таким магнатом Яном Глебовичем. Тому недокладно говорить, это земляный замок, то есть насыпаны были валы, были поставлены бастыёны, и вся система обороны, она как раз концентрировалась на этих валах и на бастыёнах. Чему? Потому что, бачите, когда в средневечье будовали стены, вежи, там, бойницы, машикули, барбаканы, то к 16 стагоддзю, когда вельми активно развивается артиллерия, уже не было резона будовать такие каменные замки. Чему? Потому что вот группа гарматов стали, в одну кропку бьют этими самыми снарядами, ядрами, пробивается разлом в стене, и уже команда, допустим, штурмовая, и она уже идет на штурм замка. Тому с 16 стагоддзя по всей Европе вельми популярное становится будаўніцтва замков, менавіта валов, бастионных замков по итальянской, а позднее и по голландской технологии. А вот это мы с вами стоим перед брамой оборонительной, которая была в два паверхи. Вот так вот яна выглядала. И на сегодняшний момент, бачите, як в Заслаўі пачалі праводзіцца дажынкі в этом годзе, то и отповедно пачалі заниматься у этой самой брамы. Ее раскопали, и что самое цікавае, знайшлі тут так само подземный ход. Ходемте, полядем. Ось тут так само вельмі добра відаць, як от туннель фрагментально обвалены, но тым не менш, вот як ідзе туннель. І тут два варианта. Ці гэта ёсць подземный ход, который выводит за периметр замка, ці гэта туннель, который шел посередине валов, каб солдаты могли подчас обороны перемещаться от бастиона до бастиона и не траплять под атаку противника. Итак, сябры, мы с вами находимся на территории Заслаўского замка. Этот замок побудовал Ян Глебович, который был, апроч того, там великий дзеяч державный, и он был еще так само минским каштеляном, то есть председателем Минского горсполкома. И, до речи, он працаваў у Мінску, бачите, а жил как бы у пригороде у Заслаўі. Но коли серьезно, он народился в 1544 году, коли ему было 5 годов, то его батька Ян Глебович помирает. И его опекуном становится легендарная персона нашей истории Миколай Радзівіл Руды, литовский гетман, то есть министр обороны. Когда он был юнаком, имел юные годы, то его накіравалі учиться в университеты у немцы, у Германию. И там он познакомился с идеями Лютера, с идеями Кальвина, ну и после уже становится кальвинистом. Так само несколько годов жил при дворе императора Священной Римской империи. Ну и в 19 годов он вернулся до хаты, и он вернулся на родиму. И тут, знаете, перед опекуном Радзівілам Рудым поставили серьезное питание, куда же отправить на службу своего пасынка. Коли заберете столицу, у Вильню, ну то, знаете, злые языки начнут говорить такое, что ну вот, он протежирует своего как бы пасынка и так далее. И тому Радзівіл Руды отправляет Глебовича у Полоцк. Но отрывается так, что в 1563 году войски Ивана Жахливого, Ивана Грозного подходят до города Полоцка и начинается облога. И Ян Глебович, молодой хлопец, ему было 19 годов, и он удельничает у обороне этого самого замка. И так само и он удельничает у вылазках. И вот подчас одной из таких вылазок, и он был поранен и взят в полон. Его притянули до самого Ивана IV, и сказали, что вот это пасынок литовского гетмана. Ну и не как бы Иван Жахлівы меў размовы з ім, асабліва на біблейскія тэмы. Чаму? Таму што Глебович Біблію вельмі добра ведаў, а Іван Жахлівы, он, знаете, вот любіў таксама Біблію цытаваць, нават такія страшныя свае казні рабіў, страшныя нейкія злачынствы, все это покрываў словом з Пісання. Пасля Иван Жахлівы забирает Глебовича в Москву, той живет в Москве 3 года, ему там было дозволено ходить где хочешь, как бы, не покидать самой столицы Москвы. Ну и была спроба побегу, его зловили, Глебовича посадили, ну и он же, напевно, уже развітаўся своим жыццём, але Иван Жахлівы в апошні момент вырашыў поменять его на одного из вельможаў московских, которые были у литовском полоне. Как раз в разгаре была Ливонская война. То есть полонные были на одном и на другим боку. И вот Глебовича меняют, и той повертается на родиму. Его позднее обвинувачивали в здраде, что он был при Иване Грозном, но с таким Хаткевичем, магнатом, и он ледь не схопился на дуэль.
Но, дякую Богу, до дуэли, до кровопролития это не дошло. Ну и Глебович с часом становится таким серьезным, маститым магнатом, как мы с вами касали, что минским каштеляном, и он стал графом в Священной Римской империи. И так само с его послугом можно назвать одной из таких, знаете, самых моцных. Это в 1588 году он узначалил делегацию, которая ехала до Жегемонта Вазы III, ну, будущего короля Речи Посполитой, с умовой такой, как затвердить третий статут Великого княжества Литовского 1588 года. Коли коротко. Глядите, той статут был командой Льва Сапеги подрихтованы, але ён не имел ратификации, он не имел законной силы, потому что это статут, это была, ну, фактично конституция унитарной державы. Там нават не вспоминается польское королевство, а тогда же уже была Речь Посполитая, уния, то есть союз польского королевства и Великого княжества Литовского. И вот, в 1588 году были выборы, и две групповки на выборах столкнулись в бою, в битве поміж собой. Одни были прихильниками немецкого кандидата, другие были прихильниками от дома Вазов. И один из кандидатов стоял с одного боку, а тот место, где проходил Сойм, там километров 50, чекал, чем это все бойко закончится, а другие стояли, как бы, вот Ваза, это стоял с другого боку и чекал. Ну и когда стало зразумело, что партия Ваза перемагает партию Габсбургов, то литовские делегации с Глебовичем на чоле, они хутко поскакали и прискакали до Вазы и сказали, что наша партия, и она сгодна проголосовать за вас, у нас есть умова, вы можете ратифицировать вот наш этот статут Великого княжества Литовского. Ну и Ваза взял свой перстень и поставил свою печатку на тым Сургучи. После уже поляки приехали, сказали, что его партия перемогла, и он становится королем Речи Посполитой. Стало зразумело, что литвины тут схитрили, але что же было зробить? Печатка уже будущего короля стояла на Сургуче под статутом Великого княжества Литовского. Ён атрымаў юридичную силу. Глебович один из крутых, которые означали эту команду. Вот что такое бастионный замок, который стал вельми популярным в 16-17 столетии. Сябры, глядите, то есть это насыпные валы, вот земляные валы пошли сыпаться, и там такая далее, видать, пляцовка, на которой стояли гарматы, пушки, и они имели магчимость стрелять во все боки. Вот таких вот 4 громадных бастиона было на территории замка ў Заслаўі, а гэтыя бастионы, яны злучались, бачите, яны злучались вот этими валами, которые проходят. И под валами уже были рвы, вода, и уже был суцельный прострел. Хотел вам проговорить трошки про померы замка. Вот мы, например, глядим Мирский замок, и нам здається он великим, але от кута до кута это 70 метров. Все, там просто вертикаль высокая. Самый великий замок Великого княжества Литовского это была фортеця у Ляховичах, 220 на 190 метров. Так вот, Заславский замок, его довжиня 200 метров, ну и ширина там 100 там, с хвостиком. Тому как бы Заславский замок является одним из самых великих замков Великого княжества Литовского. Ну и громадные просторы валов и бастионов.